Народному собранию как лицу, уполномоченному на подачу законодательных инициатив, давным-давно пора выходить законодательные инициативы об изменении кодекса о выборах Республики Молдова, где хотя бы одной строкой, это уже не раз говорила, хотя бы одной строкой будет прописано, что выборы в Гагаузии осуществляются по правилам, установленным избирательным законодательством Гагаузии. Хотя бы. Если будет такая формулировка, тогда этот избирательный кодекс имеет полное право на жизнь. Надо гармонизировать законодательство. И это очень правильный термин, который не ставит здесь про кто первый, кто второй. То есть обе стороны работают над тем, чтобы улучшить парламентские слушания по исполнению закона об особом правовом статусе. То есть четко должно быть звучать не просто о Гагаузии, вместе роли, а выполнение есть закон, принят парламентом. Соответственно, в этом случае депутатам ничего не составляет, если инициировать проведение парламентских слушаний об исполнении закона, заранее обратиться в министерство соответствующее, во-первых, правительство, для того, чтобы те дали по направлениям, как исполняют они. И это, я считаю, что станет основой для того, чтобы разграничить полномочия. При формировании рабочих групп включить представителей неправительственных организаций и профессорско-преподавательского состава Камрадского госуниверситета. У нас есть ресурс, есть преподаватели, которые имеют опыт. Я думаю, что нужно как можно больше задействовать во всех рабочих группах, независимо в какой сфере дорабатывается законодательство, то ли в избирательной, то ли в области экономики и социальной сферы образования, необходимо вовлекать ресурс, потому что университет все-таки играет свою роль. Хорошая практика публичных дебатов, но ее нужно продолжить. Согласен. И публичные дебаты по каждому законодательному акту для того, чтобы привлекать не только представителей рабочей группы, но большую среду, которые придут и экспертные сообщества, и масс-медиа, которые будут обсуждать через передачи, через свои издания. И это позволит только лишь доработать, чтобы не было вот этих казусов. Да? Вот, при выработке законодательных актов все-таки увязывать разные политики в государстве. Очень опасное заблуждение для всех органов власти – это не считаться с мнениями других. На национальном уровне мы совсем недавно видели в парламенте, что один из представителей сказал, они не ровня, чтобы мы с ними консультировались. И то же самое происходит и на нашем уровне. Мы, законодатели, безусловно, должны перед тем, как нормативный акт принимать, советоваться. Правильно сказали, что есть Центральная избирательная комиссия, но прежде всего с обществом, сообществом, в котором мы проживаем. Поэтому вот это самое главное, чтобы наша работа была прозрачна, и мы проводили консультации с местным сообществом для того, чтобы избежать тех ошибок, которые мы могли бы избежать. Орган, который будет заниматься на профессиональной основе избирательными кампаниями, это тот орган, который решит эти вопросы, которые мы здесь с вами обсуждали. Поэтому наша, ну не то чтобы рекомендация моя, а наше даже обязательство запустить работу этого органа как можно быстрее, чтобы он начал работу и уже проводил соответствующие встречи. Все комиссии – это хорошо. То, что ЦИК сейчас, ЦИК Республики Молдова инициирует создание очередной комиссии, это тоже хорошо. Но все мы знаем опыт работы комиссии Народного собрания и парламента Республики Молдова. Пока, скажем так, эффекта особого мы не видим. Мы всегда оказывали посильную организационно-материальную помощь, избирательные урны, списки и тому подобное. То есть мы всегда открыты к диалогу и сотрудничеству, всегда позитивно на это нацелены. Здесь прозвучало то, что хорошее понятие выбрали для семинара, как гармонизация. По нашему мнению, да, это хорошо, когда должно быть законодательство гармонизировано. В части же избирательных процедур, по моему, в принципе, личному мнению, здесь должно быть единообразие законодательства. То есть, как минимум, в принципах установления и в общих обязанностях, правах и свобод. Не может быть у одного гражданина на территории Молдовы одно право там избираться по такому году. Так можем прийти на Гагаузии, допустим, с 21 года или с 14 лет тогда уже так же замуж выходить, да, к примеру. То есть эти абсолютные права, они должны быть единообразны. И проведение, как я, по-моему, повторюсь, но это же пойдет во благо всем. Как и избирательным случаям, как избирателям, как и самим конкурентам на выборах, когда правила будут едины. Как в дальнейшем уже непосредственно гагаузские власти, чтобы усматривали способы имплементации. Как? Избирательные органы, избирательное бюро как формируется, уже по своему принципу. Центральная избирательная комиссия по своему принципу. Но все механизмы проведения выборов и обращение к тому же
регистру избирателей, чтобы все оно было единообразно. То же самое с сохранением персональных данных, как вот прозвучали предложения, что может быть это вывесить или нет. То есть у нас тоже должен быть общереспубликанский подход к вещам, которые по-своему абсолютны. И не было бы разделения, что здесь больше, здесь меньше. Подобные мероприятия, они чрезвычайно важны для формирования законодательной базы Гагаузии, для формирования некой общей позиции по политикам, которые реализуются в Гагаузии. Потому что для нас очень важно слышать мнение общественности, мнение людей, экспертов, которые работают в этих областях. Пока власть не будет прислушиваться к этим мнениям, решения, которые будут предлагаться, будут зачастую носить политический характер. Для нас очень важно, чтобы в ходе этих встреч вырабатывались какие-то реальные, практичные рекомендации, которые улучшат регулирование процессов, происходящих и в обществе, в автономии, в целом нашей стране. Как вы видели, в ходе сегодняшнего обсуждения был очень конструктивный диалог. Это говорит о том, что есть все возможности для того, чтобы в какой-то период времени на уровне соответствующих структур автономии и центральных властей найти компромиссные решения и таким образом, чтобы принятый избирательный кодекс соответствовал национальному законодательству. Похоже, что это будет не очень сложно, если будет соответствующая политическая воля и желание властей автономии и национальных властей принять в этом участие. Это мероприятие посвящено вопросу избирательного законодательства, а именно гармонизации избирательного законодательства Республики Молдова и АТО Гагаузии. Почему мы говорим о гармонизации? Потому что в наших предыдущих отчетах, связанных с мониторингом за выборами в Гагаузии, и других отчетах, связанных в рамках исследований, которые мы проводили, мы неоднократно говорили о том, что необходимо гармонизировать национальный кодекс о выборах и местное избирательное законодательство. Для того, чтобы убрать те противоречия, которые существуют между национальным и местным законодательством, и для того, чтобы каким-то образом лучше синхронизировать работу избирательных органов в рамках национальных избирательных кампаний и в рамках местных избирательных кампаний. Мы неоднократно этот вопрос поднимали. Сегодня мы решили пригласить сторон, вовлеченных в законотворческий процесс, стороны, вовлеченные в процесс управления на территории АТО Гагаузии, и стороны, вовлеченные в процесс администрирования и проведения избирательных кампаний на национальном и местном уровне. Для того, чтобы обсудить эти проблемы, тем более есть дополнительный повод для этого. Был принят избирательный кодекс АТО Гагаузия, и в нем, как было выявлено, есть определенные противоречия, есть определенные неточности. Для того, чтобы эти все моменты обсудить и выдвинуть какие-то рекомендации к центральным и местным властям. Это мероприятие, оно важно тем, что это такая площадка для дискуссии. Площадка для дискуссии. В демократическом процессе всегда дискуссия очень важный элемент. Только благодаря глубоким и последовательным продолжительным дискуссиям может родиться какой-то важный и серьезный документ и важные и серьезные решения.